На днях в бизнес-центре «Деловой мир Зауралье» состоялось заседание территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе города Сибай. О чем шла речь на заседании, расскажем далее. В заседании приняли участие координаторы сторон и члены комиссии со стороны администрации, городского объединения работодателей и со стороны городского объединения профсоюзов организаций городского округа города Сибай. Также для участия были приглашены руководители предприятий, организаций и учреждений. Вступительным словом выступил заместитель главы администрации по социальным вопросам Ильгиз Хайруллин, который затронул тему подготовки и празднования 60-летнего юбилея города и проведенных мероприятий к 70-летию Великой Победы. Очень было приятно, когда здорово отозвались наши предприниматели. Мы практически за этот год будем открывать очень много ряд интереснейших объектов в нашем городе. В том числе и социально-культурных объектов, образовательных объектов и так далее. Назову несколько крупных наших проектов. В частности, мы введем в строй детский сад в поселке Золото на 115 мест. Мы это планируем на День города. Уникальный объект у нас войдет, это детская художественная школа. Проект самый необычный, единственный в России этот проект. Такого здания больше нигде нет, на самом деле. Это индивидуальный проект, поэтому тоже День города мы постараемся открыть. В урегулировании трудовых отношений резидентов-предпринимателей большую работу выполняет бизнес-центр «Деловой мир Зауралье». Территориальный бизнес-инкубатор – это организация инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на государственном уровне. Работает с 2008 года. Основной задачей деятельности организации является поддержка малого предпринимательства на ранней стадии становления бизнеса, которые через 3 года должны самостоятельно существовать и успешно развиваться. Территориальный бизнес-инкубатор охватывает не только город Сибай, но и все Башкирское Зауралье. Это районы Баймакский, Абзелиловский, Хайбулинский, Зилаирский, Бурзянский и Зианчуринский. Также в ходе совещания поднимались вопросы о легализации трудовых отношений в городе, производственного травматизма. Были заслужены отчеты о деятельности Союза предпринимателей, о соблюдении закона о занятости Российской Федерации. Каждый из нас получает бесплатную медицинскую помощь при наступлении страхового случая. И никто из нас не задумывается о том, что эти услуги платные. А оплачиваются они за счет работодателей на работающее население, а на неработающее население выплаты осуществляются за счет бюджетных средств субъектов или федерального бюджета. Если бы все работодатели придерживались требований трудового законодательства, то бюджетные средства, направленные на медицинскую помощь по неработающему населению, можно было бы направить на различные социальные программы. Например, программу по переселению граждан из ветхого аварийного жилья, которую наши горожане уже успели с этой программой познакомиться, ремонт и строительство дорог, и много других различных программ. Хочу отметить, что по состоянию на начало второго квартала 2015 года задолженность на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование вместе взятое составляет более 25 миллионов рублей по городу. Это очень большая сумма. Луиза Мустафина, Игуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.